Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Сейтаке Жумакадыр Уулу с консулом посольства Японии в Кыргызстане Кунагава Сатоси. Согласно информации МИД Кыргызстана, на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в консульской сфере, включая практическую реализацию договоренностей об отмене визовых требований для обладателей дипломатических и служебных паспортов Кыргызстана и Японии. Особое внимание было уделено вопросам защиты прав и интересов граждан обеих стран, а также созданию благоприятных условий для их проживания и трудовой деятельности на территориях друг друга. Было отмечено успешное завершение согласования меморандума о трудоустройстве граждан Кыргызстана в Японии и механизмов его реализации в рамках новых визовых процедур. По итогам встречи стороны выразили готовность продолжать тесное взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес. Инициатором законопроекта является Кабинет министров Кыргызстана. Заместитель председателя Национального банка Мелс Аттакуров сообщил, что законопроект разработан с целью запуска пилотного проекта прототипа цифрового СОМа, а также создания правовой основы для ее статуса. Правовой статус цифрового СОМа зависит от правильного выбора технической платформы и успешного завершения тестового и пилотного периодов по апробированию прототипа цифровой валюты, а также принятия решения о запуске в продуктивный режим. В связи с этим вступление в силу законопроекта предлагается с 1 января 2027 года. Докладчик сообщил, что цифровой СОМ будет использоваться наряду с наличными и безналичными СОМами. Эти формы национальной валюты будут равнозначными. На полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке впервые состоится совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН. Об этом сообщил посол Таджикистана в Азербайджане Ильхом Абдурахмон на брифинге, посвященном председательству Таджикистана в СНГ в 2025 году. По его словам, одним из ключевых направлений станет содействие принятию очередной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о сотрудничестве между ООН и СНГ. Также планируется продолжить разработку и принятие заявлений глав государств и министров иностранных дел стран СНГ по актуальным международным вопросам, представляющим интерес для всех участников Содружества. Особое внимание будет уделено подготовке комплексного плана мероприятий для реализации второго этапа стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. В рамках этой работы усилия будут направлены на устранение Дроны уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Сейчас их активно используют в аварийно-спасательных работах и мониторинге в сферах сельского хозяйства и экологии. На первом этапе китайский инвестор вложит в проект $12 миллионов. Строить завод начнут в марте этого года в Астане. Территория предприятия составит 50 тысяч квадратных метров. Продукцию планируют поставлять не только внутри страны, но и на рынке государств Центральной Азии. У нас есть принципиальная договоренность с инвестором о том, что будут привлекаться казахстанские кадры. Помимо рабочих мест, инвестор планирует открыть научно-технический центр, где лучшие специалисты с Китайской Народной Республики будут обучать наших специалистов новым технологиям. Это очень важно. В лучшем случае в конце года, либо в следующем году мы увидим первую партию дронов, выпущенных в Казахстане.
Поднебесная бесспорно мировой лидер отрасли. По данным Всемирной Федерации беспилотных летательных аппаратов, 55% всех дронов промышленного назначения производят в Китае. Более того, объем рынка коптеров КНР в прошлом году достиг $80 миллиардов. Например, туристы, поднимающиеся на Великую Китайскую стену, теперь могут заказать еду на вынос с помощью дрона. Доставка грузов с помощью дронов в Китае начала применяться 2 года назад. Одна из компаний таким способом произвела больше 1 миллиона доставок в год. У этой технологии большое будущее. Дроны могут проникнуть в жизнь людей так же, как и автомобили или мобильные телефоны. В Казахстане же беспилотные аппараты активно применяются и показывают свою эффективность в аграрном секторе, например, в борьбе с насекомыми. По данным Министерства сельского хозяйства, в прошлом году так называемые агродроны обработали больше 2000 гектаров сельхозземель. Эксперты отмечают, что они позволяют эффективно работать в любых погодных условиях, вне зависимости от времени суток, а также значительно экономить топливо по сравнению с летательными аппаратами или самолетами малой авиации. В этом году правительство планирует приобрести 50 дронов для борьбы с саранчой. Эксперты утверждают, что запуск предприятия по производству беспилотников в Казахстане даст мощный толчок развитию отрасли. Казахстан и Китай сотрудничают также и в части обучения кадров. Совместное предприятие было создано в конце прошлого года в Алматы. Будущих специалистов будут обучать на базе 3 колледжей в разных областях Казахстана. Вопрос строительства заводов по сортировке и переработке твердых бытовых отходов обсудили на очередном заседании правительства. По данным экологов, из 4 миллионов тонн коммунальных отходов, которые ежегодно собирают в стране, перерабатывается лишь 24%. Остальной объем просто вывозят на полигоны и закапывают. Одним из основных препятствий для переработки мусора специалисты называют высокую налоговую нагрузку на сбор и переработку вторичного сырья. По мнению депутатов, строительство новых заводов хоть и не решит вопрос полностью, но увеличит объем переработки ТБО до 1,5 миллиона тонн в год. Они предложили создать рабочую комиссию по этому вопросу и рассмотреть возможность изменить налоговый кодекс. В налоговом кодексе установлена высокая налоговая нагрузка, что в целом приводит к удорожанию сбора вторичного сырья. К примеру, чтобы сдать 10 килограмм макулатуры, необходимо принести удостоверение личности в пункт приема, заполнить акт закупа и при выплате денег еще удерживается 10% ИПН. Эти факты не только демотивируют сборщиков вторичного сырья и создают дефицит сырья для загрузки мощностей, но и снижают конкурентоспособность казахстанских переработчиков и способствуют потере доли рынка. В профильном министерстве также отмечают, что собранный мусор на 70% состоит из полезных фракций. Другими словами, его можно использовать повторно. Речь о стекле, пластике или макулатуре. Глава правительства Олжас Бектенов в свою очередь поручил привлечь в сферу инвесторов. На сегодня благодаря спутниковым снимкам удалось выявить почти 5000 стихийных мест скопления мусора. Спутниковые технологии стали эффективным оружием в борьбе с незаконными свалками. На основе данных Казахстан-Гараж-Сапары об обнаруженных стихийных свалках территориальные департаменты экологии выезжают и фиксируют каждый случай, после чего акиматам выдается предписание на ликвидацию. В прошлом году снимки из космоса помогли обнаружить порядка 4800 нелегальных скоплений отходов. Почти все они ликвидированы. На областном уровне, да и на республиканском, вопрос утилизации и переработки мусора до сих пор полностью не решен.
ереванская азербайджанская кухня гармонично сочетается с кухней других регионов, но ее пряности, овощи, климат и вода придают блюдам особый вкус. Азербайджанская кухня способами приготовления блюд одна из самых древних и вкусных в мире. Жемчужинами ереванской кухни является блюдо из рыбы озера Гюйча. Это блюдо из золотистой форели. Самая вкусная форель относится к роду лососевых, занимает особое место в ереванской кухне. Напомним, что на территории Ереванского ханства на данный момент не проживает ни одного азербайджанца. Может быть, когда-то мы вновь вернемся на эти земли. Но даже если люди и смогут возвратиться, культура постепенно исчезает. Поэтому нашей целью является сохранить ее и передать из поколения в поколение. Одним из жемчужин ереванской кухни является шах-плов. Плов готовят как из риса, так и из булгура. О том, как приготовить эти блюда, вы можете узнать в нашем сегодняшнем видеоматериале. Шах-плов, плов в лаваше – гордость ереванской азербайджанской кухни. В каждом регионе имеются свои особенности приготовления. Гость нашей передачи Весела Ариф Акиперова родилась в городе Баку. Окончила с отличием юридический факультет Дагестанского государственного университета. Преподавала юридические науки в различных вузах Азербайджана. Последние 15 лет занималась исследованиями в сфере азербайджанской кулинарии, Западного Азербайджана, Зенгезура и карабахского культурного наследия. Также является активным членом женского совета общины Западного Азербайджана. Телеведущая передачи «Вкусы Западного Азербайджана» является соавтором книги «Сладкие жемчужины Западного Азербайджана». Награждена множественными дипломами и сертификатами в этой сфере. Весля ханым была участницей и организатором многих общественных и государственных мероприятий, различных фестивалей, проводит мастер-классы и обучает студентов в сфере кулинарии Азербайджана. Она является участницей и организатором фестиваля пахлавы тюркского мира «Дни гастрономии Западного Азербайджана», где участвовали более 200 послов и представителей различных стран мира. Дорогие телезрители телеканала ТВ-15, я очень рада вас приветствовать на своей кухне и у нас в Азербайджане. Как вы знаете, наша передача называется «Мост дружбы». И поэтому в знак нашей дружбы мы сегодня вас приветствуем в городе Баку. В городе Баку приветствуем, но сегодня мы будем показывать вам древний западно-азербайджанский исконно территориальное Ереванское ханство и будем говорить о традициях Ереванского ханства, а также мы сегодня вам покажем наше блюдо, исконно древнее ереванское блюдо. И сегодня мы будем говорить не только о блюде, которое готовилось издревле в Ереванском ханстве и в Западном Азербайджане, но и будем говорить также о традициях, о исконных наших обычаях, которые были в Ереване, существовали в дворцовой кухне. И также будем вам показывать, как готовить это блюдо, чтобы хозяйки сами смогли приготовить это блюдо в любое время. Дорогие хозяйки, а сейчас перейдем к приготовлению нашего блюда. И пока мы будем показывать, как вам это готовится блюдо, мы будем вам рассказывать о традиции и об истории этого блюда. Для нашего блюда сегодня в первую очередь хотелось бы отметить, что мы сегодня будем готовить древнее блюдо, жаркое из курицы. И отмечу, что из деревенской курицы, именно вкус ему придает эта курица. А рядом гарнир шафрановый рис. Мы будем сегодня готовить не именно плов, такой, который готовится в Азербайджане, вместе всем известный наш азербайджанский плов, а сегодня в качестве гарнира будет служить плов с шафраном. Жаркое из курицы с луком, с айвой и гранатами, и также рис, который подается при нем. Это может быть не только рис, это может быть и наша арешта, то есть лапша, которая издревле готовилась в Ереванском ханстве и во всех регионах Западного Азербайджана.
Итак, мы приступаем к приготовлению нашего блюда. Для нашего блюда нам нужно, как я и указала ранее, деревенская курица. Ну, конечно, это может быть из любой курицы, но чтобы придать именно тот вкус, который готовили наши бабушки, нам нужна именно деревенская курица. А далее лук, штук 4-5. Нарезаем лук полукольцами, а также главный наш элемент – это каштаны. Каштаны, которые придают именно вкус этому блюду и его изюминку. Также нам далее нужно для этого блюда бульон из этой же курицы, айва, гранаты, паприка, соль, перец, а также шафран и рис басмати, который именно этот вид риса басмати нам нужен для приготовления нашего блюда. Ну или, как я указала, нашу лапшу. Это по указанию уже, по желанию наших хозяек. Соль, как вы знаете, во всех блюдах присутствует у нас. Поэтому приступим к нарезке нашего лука. Лук делим пополам и шинкуем очень тонко, полукольцами. Полукольца, как вы знаете, знак тюркского атрибута. Поэтому во всех наших блюдах присутствует именно такая нарезка, полукольцами. Как вы видите, мы нарезали лук, тонко нашинковали полукольцами. А сейчас следующий этап – наши каштаны. Каштаны мы обрезаем с каждых краев. И зрители, как мы и заранее сказали, мы прочистили наш каштан, но для того, чтобы его добавить в наше блюдо, мы его должны заранее отварить. Мы его бросаем в воду, и как вскипит вода, минут через 3 мы выключаем нашу газовую плиту и расчищаем наши каштаны. Делаем это для того быстро, чтобы каштаны не разварились. Буквально ждем его в момент, когда он вскипятится. Как вы видите, вода у нас вскипела. И оставляем на минуты 2-3, не больше, чтобы они не разварились, остались целенькими. И выключаем наш газ. Начнем с риса, с приготовления риса. А для этого нам надо рис промыть в обильной проточной воде и оставить минимум как на 2-3 часа, чтобы он набух и остался в подсоленной воде, проникая его прямо с водой, чтобы вода покрывала рис. И пока мы будем варить рис, мы приступим далее к жаркому. Для этого мы, мои дорогие, как вы видите, наш рис почти что готов. Мы заливаем ранее маслом, которое топили, но кастрюли обильно, насколько это возможно. И закладываем наш плов, как мы называем, газмах, то есть толстым слоем. И этот первый слой риса у нас излюблен более чем даже рис. Мы его делаем и из лаваша, и из специального теста, замешанного на сметане, на масле. Сегодня мы пользуемся лавашом, так как лаваш очень излюблен в Азербайджане. Мы берем круглый лаваш, его складываем в четверо и вот таким образом укладываем на кастрюле. Это древняя традиция азербайджанская — закладывать под плов наш газмак. И каждый раз, когда хозяйки готовят плов, он обязателен. У нас много, как я замечала, разновидностей плова. И одним из таких пловов у нас является плов с курицей. То есть застилаем дно вместо газмага курицей. Только в том случае газмак не кладется, а в остальных мы
любим всегда раньше риса закладывать вот именно толстым слоем нашим лавашом. Рис в Азербайджане готовится на всех традиционных праздниках. Тоже. Рис в Азербайджане очень излюблен. Если спросите почему, то я вам отвечу так. Во время всех мероприятий, во время всех наших праздников на стол первым кладется рис, плов. И особенно есть у нас такая традиция. Издревле мы пользуемся нашим шафраном. Шафран у нас растет во многих регионах, но у нас особенно знаменит и, скажем так, является брендом наш абшеронский шафран. Чем отличается? Тем отличается, что у него вкус насыщеннее и цвет придает яркий. Мы берем шафрана не очень много, его достаточно 2, 3, 4 пестинок, лепестков. Вот как вы видите, грамм 3. Мы его в специальной ступке измельчаем. Скажу, что это тоже, вот именно эта ступка, наш, как говорится, наша память о древнем нашем роде тоже передается. Может для кого-то это показаться какой-то мелким бытовым соорудием, но так скажу, это нам память, передающаяся тоже из поколения в поколение. Как вы видите, айва тоже у нас уже готова, она мягкая. Тут еще хочу отметить, что у нас очень много сортов айвы. Это айва, которая очень быстро готовится, то есть мягкая. И в конце, как вы видите, она уже в своем соку. Мы добавляем один очищенный гранат, зернышки граната. И потомив буквально минут 2, чтобы гранат не изменил свой цвет, просто для придания вкуса и для цвета, мы выключаем газовую плиту. И вот наше блюдо жаркое готово. Оно используется и как обычный отдельный вид блюда, а также как гарнир к рису и к лапше. Дорогие телезрители, как вы видите, наше блюдо готово. Жаркое у нас потомилось в своем соку, как вы видели. Оно же готово, и наш рис тоже готов. Как мы отмечали ранее, наш рис томится 1,5–2 часа. И как мы узнаем о том, что он готов, и тот тонкий слой лаваша тоже готов? Мы это узнаем примерно на глаз, когда рис стоит, как, скажем так, как ежиком, а не стоит дыбом. И это означает признак того, что наш рис готов. А теперь, чтобы увидеть какое дно там получается у нас под пловом, я вам продемонстрирую этот момент. Значит, кладем поднос на кастрюлю и переворачиваем. И вот наш плов готов. Это корочка, то, что внизу, а под ним рис мягкий и хрустящая корочка. Это у нас подается и как плов гарниру, и подается как отдельное блюдо. Мы его на протяжении всей зимы и на протяжении осени готовим как отдельное блюдо, а также с гарниром, с рисом, с пловом. У нас много разновидностей всяких гарниров, которые подаются к рису. А это один из вариантов, который как раз таки мы подаем на праздничные застолья, как раз таки в Новом году и на других праздниках. Мы сегодня, можно сказать, целый день были в кухне с вами, варили, парили, все стали свидетелями, как вы это национальное наше блюдо готовили. Скажите, пожалуйста, это ваша мечта, хобби, или это азербайджанское блюдо, чтобы вдали от родины, чтобы наши соотечественники видели, как в самом деле она готовится, или просто действительно хобби? Расскажите об этом, пожалуйста. Большим удовольствием, Факима Ханам, добро пожаловать. Я очень рада видеть вас у нас в гостях. Факима Ханам, я по профессии юрист.
криминалист-эксперт, педагог по юридическим дисциплинам. Но многим, да, и всем интересно. И первый вопрос, который мне всегда задают журналисты: как так получилось, что вы стали исследователем азербайджанской кухни? И в основном мой профиль – исследователь по Зангиазурской, Карабахской и Ираванской кухне. Так как, почему именно по этим трем регионам? Потому что многие знают, что эти регионы основали как раз-таки основу азербайджанской кухни. И там имеется бесчисленное количество блюд. И поэтому, пока я была в отпуске, думала как раз-таки, как вот проявить эти азербайджанские блюда, чтобы они были известны не только в Азербайджане, так как у нас тоже многие не знают эти региональные блюда, но и также за пределами Азербайджана. И скажу так, это все занимаясь этим, углубляясь в корни, это получилось своего рода и как хобби, и как моя профессия. И я сейчас на данный момент являюсь исследователем нашей азербайджанской кухни, представляю Азербайджан в течение 18 лет в Азербайджане и за пределами Азербайджана. И я получаю много отзывов в своем блоге как раз-таки об азербайджанской кухне. И азербайджанская кухня сейчас заинтересовывает весь мир. Нам периодически приходят вопросы, как готовить то или иное блюдо, или они хотят в эфире видеть какие-то другие блюда. Я также представляю во многих телеканалах наши именно азербайджанские блюда, которые забыты, переходят нам от бабушек к нам. И я скажу вам так, молодое поколение не знает даже о существовании этих блюд. Даже в Азербайджане, не то что за пределами, но и в Азербайджане о них многие не слышали. Поэтому мой первый, как говорится, принцип – то, чтобы наша молодежь, наши последователи узнали о корнях, об историях, о традициях этой кухни. И также, конечно, жило это наследие и передавалось от наследства к наследству многим хозяйкам. И я хочу вот перебить, извиняюсь, конечно. Пока вы готовили, я наблюдала. Вы с такой любовью готовили вот это все, то, что вы сегодня нам предоставляете. Казалось бы, картошка с мясом, да, вот так есть, жаркое. А в самом деле там очень разные вкусовые качества, которые вы добавляли. Это и есть особенности нашей национальной азербайджанской кухни, и которые наши предки, наши бабушки, которые в свое время готовили вдали, не сказать, что от родины. Ираван ханлыгы, это и был наш исконно древний наше ханство. Поэтому наши бабушки тоже готовили вот такие шикарные блюда, да. И вы сегодня, несмотря на свой возраст, я не скажу, что вы очень сильный вот, пожилой человек, пожилая, вернее, но вы настолько искусно вот, вы готовили, даже на предметы обращали внимание, которые вы стучали, там что-то делали, использовали вот ситой. Очень удивительно, если верите в ваш, если вы действительно, это осталось с того времени, с того бабушки, она как будто новая, сегодняшняя, да, вот обратила внимание. Но насколько любовью это предметы, которые испокон веком, которые использовали еще наши бабушки, это уже говорит о том, что насколько любили свои нации, свои традиции, обычаи, чтобы они сегодня передавались нашим юным поколениям. И сегодня наш приезд к вам как раз нас привело сюда, чтобы мы показали, как в самом деле по-настоящему готовятся азербайджанские традиционные национальные блюда. Вы, наверное, без конца занимаетесь, или случай от случая, или вы, наверное, в фестивалях участвуете, или как? Я ранее занималась этим, представляла в социальных сетях, это было как хобби. Но потом это меня так завлекло, что я сейчас беспрестанно занимаюсь этим, участвую во многих фестивалях и в Азербайджане, за пределами Азербайджана. Это бесчисленное количество наших исследований, бесчисленное количество книг, журналов, всяких таких материалов, которые пригодны не только учащемуся, обучающемуся этому делу, патриоту или каждому азербайджанцу, но это пригодно и в наших научно-образовательных центрах, и для телевидения, а также, я всегда говорю, это приданное для наших юных девушек, которые создают семью. Это своего рода как-то пособие. Ираванское ханство – это дворцовая часть Азербайджана, западного Азербайджана. Оттуда истекало множество блюд, которые потом уже распределились по всем регионам Азербайджана. И вот как раз-таки здесь на столе
у нас присутствуют такие соленья, например, такие как чашур, такие как балдырган. У них нет, к сожалению, перевода, я их не смогу перевести, так как это свойственно только нашему региону. Не только, я скажу вам, нет их в другом месте, но также в Азербайджане это имеется только в Западном Азербайджане, в Араване, в высокогорных горах Агрдага, так как там климат именно способствующий воссозданию этих эндемических растений. И я их использую не только как соленья, но и во многих блюдах. Это единственный азербайджанский регион, где эндемические растения преобладают вместе с рисом, с бобовыми, а также с крупами. Это синтез трех вот этих аутентичных продуктов составляет, знаете, вот, именно основу азербайджанской кухни. Это наше лицо ираванской кухни, лицо Западного Азербайджана. И я поэтому хочу, чтобы об этом знал весь мир. Поэтому с таким трепетом, с такой любовью я отношусь к этому. И в социальных сетях, насколько возможно, я это все передаю. Чему хотите добиться? Это очень интересный вопрос, который до сих пор журналисты мне не задавали. Я скажу так. Это, наверное, у меня до конца моей жизни любовь именно вот к азербайджанской кухне, к ее воссозданию, к ее прогрессированию не пройдет. Но цель у меня такая. Цель дойти до Зенгиазура, цель, чтобы мирным путем вернуться в Западный Азербайджан, на исконные те территории, о которых мне рассказывал мой дед. Хекимхан, и как раз таки говоря о нашей кухне, я хочу вам предложить попробовать наше блюдо и сказать, так скажем, мнение о нашем блюде. Потому что, я как говорю, многие даже наши регионы сами не ведают об этом блюде. Я хотела бы, чтобы вы попробовали наш плов с шафраном и наше жаркое. И хочу, чтобы вы попробовали и сказали свое мнение об этом блюде. И также хочу, сказать напоследок то, что наши эти блюда, любое блюдо, без разницы какое, у нас на столе, как во многих тюркских и соседних краях, на столе должен быть что? В основном хлеб. А хлеб, тандыр, как мы знаем, недавно мы как раз таки усчастливились с того момента, что хлеб тандыр с ЮНЕСКО признала его достоянием нашего азербайджанского народа. Поэтому хлеб, который печется в тандыре, он особо другой вкус. И мы это блюдо пробуем обязательно, как вы знаете, с хлебом тандыр. Его очень много разновидностей. Я просто сегодня как хотелось бы, чтобы весь мир увидел это. Как раз таки вы попробовали. Дорогие наши зрители, завершаем нашу передачу. Хочу поблагодарить всех вас, а также поздравить вас всех, зрителей телеканала 15, с прошедшим Новым годом. Мы сейчас находимся в 2025 году и желаю, чтобы этот год принес всем мир, единство. И, как вы знаете, в Азербайджане 31 декабря наряду с праздником Новый год празднуется еще праздник солидарности. И поэтому, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех азербайджанцев. Rəvan xanım əmanəti, Türk yurdu, Türk obasısan, iki dövlət, bir millətin, alınmaz bir qalasısan. Hey, 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 hey. İki dövlət, bir millətin, alınmaz bir qalasısan. Hey, 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 hey. Dedem dorğun oxu çalsın, başında ocaq yansın, Türk dünyası arayasın, birləşin Türk ərəblər, Oğuz yurdun igidləri. Hey, 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 hey. Bilsin dünya, bilsin cahan, Türk'ün gücü tükənməzdir, torpağımız bölünməzdir. Polat kimi ər oğullar, heç bitməz, heç tükənməzdir. Hey.
cahan, Türk'ün gücü tükenmezdir. Torpağımız bölünmezdir. Polat kimi her onun var, hiç bitmez, hiç tükenmezdir. Hey 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 hey. Başı karlı, ağrı dağı, diri dağı, üç tepenin, çukur ova, gölçe gölün, buz bulanı yaylaların, gözü yolda bizi sesler, gözü yolda bizi sesler. Hey 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 hey. Buz bulanı yaylaların, gözü yolda bizi sesler. Hey 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 hey. Dedem Korkut koklu çalsın, dağ başında ocak yansın, Türk dünyası haraylasın, birleşin Türk erenleri, Oğuz yurdun yiğitleri. Hey 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 hey. Bilsin dünya, bilsin cihan, Türk'ün gücü tükenmezdir. Torpağımız bölünmezdir. Polat kimi er oğullar, hiç bitmez, hiç tükenmezdir. Hey, hey, hey. Bilsin dünya, bilsin cihan, Türk'ün gücü tükenmezdir. Torpağımız bölünmezdir. Polat kimi er oğullar, hiç bitmez, hiç tükenmezdir. Hey, 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 hey. Cahan göyün məsciddə, minarədə ucalacaq əzan səsi, ucalacaq əzan səsi. Hey 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 hey. Bilsin dünya, bilsin cahan, Türk'ün gücü tükenmezdir. Torpağımız bölünmezdir. Polat kimi mərd oğullar, hiç bitmez, hiç tükenmezdir. Hey